сұранасы төменде барлық мемлекеттік органдармен бас міндеті болып табылады. Уважаемые коллеги, все вы знаете о сегодняшней проблеме наркомании и наркобизнеса. Сегодня вы знаете, сколько нашей молодежи вовлечены в эту преступную деятельность. Сондай-ақ бүгін отырыста барлық проблемалық мәселелер бойынша қажетті түсініктемелер аламыз деп ойлаймын. Бүгін тұрақты комиссияның жұмысына маслихат төрағасы Табиғат Қабден Зинул Қабден қатысып отыр. Басқа да тұрақты комиссиялардың депутаттары, бұқаралық ақпарат құралдарының және мемлекеттік органдардың өкілдері қатысып отыр. Күн тәртібі бойынша материалдар алдына ала депутаттардың электрондық пошталарына жіберілген. Facebook тікелей трансляциясы жүргізіледі. Ұялы телефондарды өшіруді сұраймын. Рахмет. Құрметті депутаттар, отырыс жұмысына кіріспес бұрын біз жұмыс регламентін бекітуіміз қажет. Күн тәртібін қарастырмастан бұрын тұрақты комиссияның отырысына жұмыс тәртібін бекітуіміз қажет. Осы мәселе бойынша бізде 4 баяндаушылар бар. Біз баяндамаларды тыңдау тәртіптен талқылауымызды қажет. Баяндаушылардың тыңдап алып, одан кейін мәселе талқылауға кірісуді ұсынаймын. Келесі регламент ұсынылады. Баяндаушыларға 7 минутқа дейін, сөз сөйлеу үшін 5 минутқа дейін, анықтама үшін 3 минутқа дейін уақыт беріледі. Жұмыс регламентіне қарсы емессіздер ме? Қабылданды. Күн тәртібі қарастыруға көшеміз. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что Олег Создаянов сейчас идет на совещание очень важное, первым должен был выступить исполняющий обязанности управления по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Еркеш Белемұлы Қалыевқа. Сондай-ақ Олег Создаянов өзіңіз бірінші баяндама жасайсыз. Рахмет. Құрметті Табиғат Қабденович, құрметті депутаттар, мамандырылған медициналық көмек көрсету және нашақорлық пен ойынға тәуелділіктің алдын алу бойынша атқарылған жұмыстар туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Нашақорлық пен ойынға тәуелділік мәселелері адамның денсаулығына ғана емес, сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікке, әлеуметтік тұрақтылық пен қоғамның жалпы әл ауқатына тікелей әсер етеді. Бұл бағыттағы жүйелі алдын алу шаралары мен медициналық көмекті ұйымдастыру, денсаулық сақтау жүйесінің, құқық қорғау органдарының және қоғамдық ұйымдардың ортақ міндеті болып табылады. В столице медико-социальная помощь наркозависимым и лицам с патологическим влечением к азартным играм оказывается в амбулаторных и стационарных условиях городского центра психического здоровья в рамках гарантированного объема бесплатная медицинская помощь. Круглосуточная помощь оказывается на 205 наркологических койках, в том числе 50 для принудительного лечения, а также на 42 койках дневного стационара. В центре на постоянной основе проводится психологическое сопровождение пациентов в адаптационный период для оценки их психоэмоционального состояния и выбора оптимальной стратегии дальнейшей работы. Кроме того, оказывается консультативная помощь как самим пациентам, так и их родственникам. С начала текущего года в рамках социальной помощи пациентам оказано 8 социально-бытовых, 52 социально-правовых услуг, в том числе по восстановлению документов, удостоверяющих личность, 23 случая содействия в трудоустройстве, проведено 159 мотивационных интервью. На сегодня количество состоящих на диспансерном учете составляет 891 человек. Среди них 3 несовершеннолетних, что меньше показателя прошлого года на 8%. Впервые взято на учет 34 человека, из них 19 потребителей синтетических наркотиков. При этом снижение числа впервые поставленных на учет во многом связано не с реальным улучшением ситуации, а с низкой обращаемостью за медицинской помощью. Для многих людей страх постановки на учет остается серьезным барьером, особенно для лиц с игровой зависимостью. Многие предпочитают обращаться в частные клиники, предоставляющие анонимную помощь. Отсутствие анонимности влечет за собой автоматическую постановку на учет и, как следствие, ограничения в правах. В городе функционирует 13 частных стационарных клиник и 6 кабинетов, имеющих соответствующие лицензии и оказывающие помощь на анонимной основе. Вместе с тем, на законодательном уровне отсутствует механизм передачи данных из частных организаций в государственные, что затрудняет формирование объективной статистики и контроль за пациентом. Нами неоднократно были направлены ряд писем Министерства здравоохранения, а также Республиканский центр психического здоровья о необходимости внесения изменений в приказы, регламентирующих работу Центра психического здоровья. И в декабре прошлого года Министерством здравоохранения были внесены изменения в приказ, утверждены новые правила консультативного наблюдения. Это формы сопровождения лиц пагубным употреблением психоактивных веществ или патологическим лечением к азартным играм. Ранее консультативного наблюдения в приказах такого не было.
Под пагубным употреблением понимается немедицинское использование психоактивных веществ, повлекшее физические, психические или правовые последствия, но без признаков синдрома зависимости. Сведения о таких пациентах вносятся в систему РНБ только для статистического учета и не влияет на их правовой статус. Однако на сегодня механизм финансирования по консультативному наблюдению пока не разработан. С начала текущего года на консультативное наблюдение было взято 360 человек с фактом употребления психоактивных веществ и 8 с игровой зависимостью. Данный диагноз предполагает годовое консультативное наблюдение. При рецидиве пациент переводится в группу динамического наблюдения. Если в течение года данный пациент будет повторно доставлен и будет у него положительное заключение о наличии психоактивных веществ в крови, то уже автоматически пациент становится на диспансерный учет. Мы берем на диспансерный учет. Поэтому я надеюсь, что количество диспансерных пациентов теперь будет увеличиваться у нас. За отчетный период было пролечено 176 наркозависимых. Из них 26% охвачено программами медико-социальной реабилитации. В рамках принудительного лечения по решению суда было пролечено 7 человек. С начала года стационарное лечение от игровой зависимости получили 8 человек. С начала года на медицинское свидетельствование по факту употребления наркотиков доставлено 863 человека, из них 826 с положительным результатом. С июля 2024 года проводится скрининг военнослужащих и сотрудников полиции. С начала года было обследовано 10 281 человек. Положительных результатов не было выявлено. В прошлом году также не было положительных результатов экспресс-тестирования. Профилактическая работа ведется системно. Проводятся лекции, родительские собрания, семинары совместно с правоохранительными органами, информационные кампании в СМИ и социальных сетях, антинаркотические акции, а также городские конференции по синтетическим наркотикам, психическому здоровью и лудомании. Реализуются образовательные программы для специалистов совместно с медицинским университетом Астана. С начала года были проведены лекции для школьников и студентов с охватом свыше 550 человек и семинары для 135 сотрудников ДЧС, а также лекции в Академии хореографии, колледже сервиса и туризма и медико-техническом колледже. Анализируя ситуацию, мы можем говорить, что официальная статистика не отражает реального масштаба проблемы. Представленные цифры во многом недостоверны, а фактическое число лиц с наркотической зависимостью может быть почти в 3 раза. Ключевая причина – это отсутствие эффективного механизма обмена данными между государственными и частными медицинскими организациями. Частные клиники, оказывая анонимную платную помощь, не передают сведения о выявленных пациентах в государственной структуры, что приводит к искажению статистики и значительно затрудняет профилактическую работу. В результате складывается иллюзия улучшения ситуации, тогда как на самом деле она усугубляется и требует безотлагательных, скоординированных и комплексных действий. Дополнительным барьером также является необходимость письменного согласия на прохождение скрининга или освидетельствования, из-за чего охват остается крайне низким. В настоящее время проведение скрининга на употребление психоактивных веществ и психиатрическое освидетельствование возможно только при наличии письменного согласия обследуемого. Такая норма существенно ограничивает охват, поскольку в добровольном порядке процедуру проходит крайне небольшое количество лиц. Это приводит к тому, что значительная часть случаев остается невыявленной. Для повышения результативности профилактических мероприятий и своевременного оказания медицинской помощи предлагается рассмотреть вопрос о введении обязательного скрининга без необходимости получения письменного согласия. Третья проблема – это отсутствие обмена данными с частными клиниками, о чем я говорила. Особенно остро проблема проявляется среди несовершеннолетних, где помимо существующих барьеров полностью отсутствует ответственность законных представителей за невыполнение медицинских рекомендаций. В такой ситуации родители нередко сознательно скрывают факт зависимости, обращаются в частные клиники или вовсе обходятся без медицинского сопровождения, теряя время, когда помощь могла быть наиболее эффективной. И еще одна проблема – это эффективность работы. У нас серьезно ограничивается еще и финансовыми факторами. Действующий комплексный тариф на 25 год у нас установлен на уровне 17 874 тенге, что значительно ниже реальной потребности. По нашим данным, для полноценного покрытия затрат нам необходим тариф не менее 25 тысяч тенге. Недостаток финансирования особенно остро ощущается при проведении освидетельствований на факт употребления психоактивных веществ, оказании скорой психиатрической помощи, а также в работе отделения вытрезвления и временной адаптации. То есть данный тариф, покрывает только расходы на пациентов, которые состоят у нас официально на динамическом наблюдении, на диспансерном учете. Вместе с тем, это медвытрезвители, затем, иногородние, которые к нам тоже поступают. Далее,
освидетельствования. Все это идет за счет вот этого основного тарифа. То есть они не покрываются, не финансируются. Мы тоже об этом поднимали вопрос, но до сих пор вопрос не решен. У меня все, благодарю. Рахмет, Алия Шадайқызына, мы с вами вот именно проблем в прошлый раз на объезде эти проблемные вопросы поднимали. Когда вы можете быть свободны, и ваш заместитель здесь, да? Всё, И вопросы мы зададим ей, да? Рахмет. Баяндама жасау үшін сөз Астана қаласының полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының міндет атқарушысы Еркеш Білімұлы Қалиевқа беріледі. Саламат тілеймін, құрметті Талғат Қабиденович, құрметті депутаттар және кеңеске қатысушылар. Мемлекет басшысы және қоғамның назарын жоғарылау жанындағы полиция департаменті әкімдікпен мемлекет және мемлекеттік емес ұйымдармен бірлесіп есірткі қылмысына алдын алу бойынша кешенді іс-шаралары жүргізуде асыруда. Борьба с наркоманией и наркобизнесом отнесена к числу основных приоритетов внутренней и внешней политики республики. Не прекращаются. Наркотрафик стал одной из угроз национальной безопасности. Основными видами наркотиков в столице остаются синтетика, производимых в подпольных нарколабораториях, которые в последующем легко распространяются через интернет-ресурсы. Выявлено 276 наркопреступлений. В 2024 году 202, в 2023 95. В том числе 215 фактов сбыта. Изъято более 399 килограммов наркотиков. Из них синтетики свыше 30 килограмм, марихуаны более 263 килограмма, гашиша 97 килограмм. Наблюдается рост изъятых из незаконного оборота наркотических средств на 286 килограммов. Пресечена деятельность 3 организованных преступных групп в сфере наркобизнеса и одной нарколаборатории, где задержанные лица занимались сбытом наркотиков через интернет-ресурсы. Организаторы и участники групп водворены в изолятор временного содержания. Также наблюдается рост тяжких наркопреступлений на 150 фактов, связано с изменением в законодательстве, вступившим в силу 3 марта текущего года. Снижена санкция с 15 до 12 лет. Особо тяжкие перешли в разряд тяжких. Возбуждено 11 уголовных дел по незаконной рекламе наркотиков. 3 дела культивирования и 1 контрабанда. По всем направлениям профилактической деятельности наблюдается значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Особое внимание руководство департамента и Министерства внутренних дел уделяется профилактике наркопреступности. Данное направление находится на постоянном контроле. 2025 год министр внутренних дел Республики Казахстан объявил годом профилактики «Полиция на страже», года закона и порядка, и поручил усилить профилактическую работу, вовлекая в это направление общественность. Оценке подлежат не только количественные показатели проведенных мероприятий, но и их качественное содержание. Проведено 403 различных мероприятий. К числу положительных примеров можно отнести проведение профилактических мероприятий в рамках крупных городских концертов и фестивалей, организованное и создание вирусных видеороликов с участием известных актеров, медиаперсон, лидеров общественного мнения, спортсменов и блогеров. Создан Совет профилактики, возглавляемый заместителем начальника департамента Орымбетовым Куаныш Абдулнаповичем. Советы депутатам Мажилиса, парламента и маслихата, блогеры и общественные деятели. Основной целью является консолидация усилий государственных органов и гражданского общества для эффективного предупреждения наркоправонарушений и реализации проекта «Астана. Город без наркотиков» и комплексного плана. Совместно с молодежным объединением «Астана Жастары», а также известных личностей, блогеров, спортсменов проведено 13 рейдовых мероприятий по закрашиванию наркограффити. На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по увеселительным заведениям. Только с начала текущего года проведено 17 таких мероприятий. В 2023 году 7, в 2024 году 10. По сравнению с 2023 годом рейдовые мероприятия увеличились вдвое. Опубликовано в СМИ 367 материалов, мнением подходы и противодействие наркопреступности с акцентом на выявление и пресечение каналов онлайн-сбытов. В результате заблокировано 778 наркосайтов и 1997 банковских карт на сумму более 50 миллионов тенге. Департаментом полиции постоянно ведется работа
против борьбы с наркопреступностью. Проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий «Дармек», «Правопорядок» и «Канал». В целях пресечения незаконного культивирования транзита наркотиков, уничтожения посевов наркосодержащих растений, ликвидации организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в настоящее время на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Харасура-2025». Наркопреступность в Астане осталась серьезной проблемой, требующей комплексного подхода. Борьба с ней невозможна без участия всех слоев общества, от правоохранительных органов до родителей, педагогов и самих молодых людей. В волну преступности все чаще оказываются втянутыми подростки. С начала года задержано 12 несовершеннолетних. Привлечено 233 человека к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических и психоактивных веществ по статье 440 прим. 1, который вступил в этом году с 13 марта 2025 года. В рамках деятельности органов внутренних дел по противодействию наркомании и наркопреступности одними из основных направлений является снижение спроса на наркотики, результативность которой оценивается сокращением числа наркопотребителей. На учете в наркодиспансере состоит 891 наркопотребитель, из несовершеннолетних 4. Зарегистрирован 1 факт передозировки наркотическими веществами. Для этого проведение профилактических антинаркотических мероприятий в 2025 году выделено 55 миллионов тенге. Құрметті әріптестер, мемлекеттік басшысы Қазақстан әрбір азаматтың алдын ала есірткісіз қоғам қорғау міндет қойды. Қазіргі жағдай біздің өзара әрекетімізді тереңдету және кеңейту қажет еді. Қоғамды бірлікпен салауатты өмір салтанатты насихаттауға, халықтың нашақорлықтың салауаттың арттыруға бағытталған есірткіге қарсы іс-шаралары шешін іс асыру қажет. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Еркеш Білімұлы. Отырыңыз. Келесі сөз Астана қаласының білім басқармасының басшысының орынбасары Нариман Танатарұлы Еламановқа беріледі. Қайырлы күн, Табиғат Капитанұлы, Азамат Серікұлы, жиналған қауым. Қысқаша айтып жүрейік, білім басқармасы прокуратура мен полиция департаментінің бірлесіп білім беру ұйымдарында тұрақты түрде профилактикалық іс-шаралар өткізеді. Слайдты бола ма екен, а? Сайт дайте, включите, пожалуйста. Бірінші, білім басқармасы есірткімен күрес басқармасымен бірлесіп, нашақорлықтың вейп, насыбай және басқа да психоактивті заттарды қолданудың алдын алу бойынша дәрістер өткізді. Барлық білім беру ұйымдарына нақты оқиғалар негізінде бейнероликтер көрсетілді. 2025 жылдың қаңтарынан тамызына дейін есірткі заттарын қолданумен байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері бойынша 1200 оқушыны қамтыған 12 семинар өткізілді. Білім беру ұйымдарына оқушылардың өзі басқару ұйымдары құрылып, онда да профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі. Екінші, Астана есірткісіз қала акциясы аясында 300 мыңнан астам оқушы мен студент есірткінің зияны туралы қалалық диктантқа қатысты. Оған жоғары сынып оқушылары, колледждердің 1-2 курс студенттері қатысты. Полиция қызметкерлері есірткі қолданудың салдары және оны тартқан үшін қылмыстық жауапкершілік туралы профилактик әңгімелер жүргізілді. Үшінші, 2025 жылдың 26 мамыр мен 29 маусым аралығында нашақорлықпен есірткі қылмыстарына қарсы халықаралық күнге орайластырылған нашақорлықпен күрес айлығы өтті. Айлық аясында мектептер мен колледждерде сурет байқаулары, флешмобтар, тренингтер, уәкілетті органдар өкілдерімен кездесулер өткізілді. Төртінші, мектеп оқушылары Астана қаласының полиция департамент кинологиялық қызмет орталығына барып, онда есірткі заттарының зияны және олардың таратқан үшін жауапкершілік туралы профилактикалық дәріс тыңдады. Қызметтік иттердің көрсетілімділік ұсынылды. Бесінші, медициналық мамандармен кездесулер. Барлық колледждерде психикалық денсаулық орталығының психиатр, нарколог, дәрігер студенттері есірткі заттарын қолданудың салдары және олардың тартқаны үшін әкімшілік жауапкершілік туралы дәрістер оқыды. Алтыншы, қауіпсіздік сағаты халық жоба аясында ата-аналардың, педагогтардың және оқушылардың кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылардың алдын алу мәселелері бойынша құқықтық және педагогикалық мәдениетін арттыру үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл
ұйымдастырылды. Оның ішінде бізге қатысқандар, арамызға қатысқандар Астана қаласы прокуратурасы, соттар, төтенше жағдайлар департаменті, әйелдер істері жөніндегі комиссия, полиция департаменті, денсаулық сақтау басқалар және денсаулық сақтау басқармасы және басқалары. Қаланың 57 мектебі мен 12 колледжінде іс-шаралар өткізіліп, 33.514 ата-ана қамтылды. Жетінші, психологиялық қолдау орталығы 2764 жеке кеңес өткізілді. Оның ішінде 1166 ата-аналармен, 1255 балалармен, 343 педагогтармен. 8-ші, лудомания мен ойынға тәуелділіктің алдын алу мақсатында қалада білім беру ұйымдарында кешенді іс-шаралар өткізілді. 2024-2025 оқу жылында тұзақ жобасы аясында интернетке тәуелділіктің, құмар ойындарының және лудоманияның алдын алу бойынша мамандардың, медиа тұлғалардың және блогерлердің қатысуы бірыңғай сынып сағаттар өткізілді. 2025 жылдың қаңтарында экономикалық тергеу департаментімен бірлесіп 5-11 сынып оқушыларына қаржылық қауіпсіздік бойынша ашық сабақтар және білім беру ұйымдарының басшыларына арналған семинар өткізілді. Мектептер мен колледждерде ата-аналар жиналыстары ұйымдастырып, онда құмар ойындар мен лудоманияны алдын алу, сондай-ақ балалар тәрбиесі үшін ата-аналардың жауапкершілігі мәселелері қаралды. Оқу жылы бойы психологтардың, құқық қорғау органдары өкілдерінің, мәдениет және спорт қайраткерлерінің қатысуымен 190 мыңнан астам оқушыны қамтыған акциялар, флешмобтар, бейне роликтер, байқаулар, тақырыптық тренингтер мен семинарлар өткізілді. Баяндама аяқталды. Рахмет, Нариман Таңатарұлы, отырыңыз. Сөз Астана қаласының жастар саясаты мәселелерін басқармасының ақпараттық толдау бөлімінің басшысы Омар Сенбекұлы Байтукке беріледі. Омар Сенбекұлы, сіздің басшыларыңыз кешкі неге дайындалып жатыр, иә? Сондықтан қазір мына қысқаша баяндама жасап берсеңіз, иә? Саламатсыз. Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер. Наши коллеги уже рассказали о масштабной работе, проводимой по профилактике наркомании в городе. Позвольте дополнить тем, как молодежь участвует в этой работе. В рамках плана «Астана. Город без наркотиков» в 2025 году с начала текущего года реализованы следующие мероприятия. С коллегами совместно с департаментом полиции, с районными акиматами, со всеми заинтересованными органами проведено 13 акций по закрашиванию наркорекламы. В данных акциях приняли участие знаменитые люди, такие как блогер Нургильды Драган Кирдеш, известный актер Толеберген Байсакалов, вице-президент Федерации кикбоксинга города Астаны Ернар Омар и президент Федерации автомотоспорта города Астаны Анатолий Бондарь, а также волонтеры нашего городского волонтерского штаба. Столичная молодежь принимала активное участие в рамках месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с наркоманией. В мероприятиях, состоявшихся 25 апреля и 6 июня, приняли участие порядка 300 человек, включая студентов столичных вузов и волонтеров. Также молодежь принимала участие в автофлешмобе и социальном эксперименте с бесплатной раздачей наркотестов ТРЦ Хан-Шатыр. Волонтеры МРЦ Астана-Жастары приняли участие в праздничном концерте по окончанию антинаркотического месячника и провели информационную акцию с раздачей буклетов, а также в акции 27 июня на Арбате. Совместно с Комитетом по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан 30 июня во Дворце школьников имени Утемисова в рамках идеологии «Закон и порядок» приняли участие в торжественном открытии антинаркотического мурала. Кроме того, проведено 12 спортивных, творческих и профилактических мероприятий среди детей и подростков, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам, с общим охватом около 3000 человек. Вместе с тем, среди участников проекта «Жасыл-Ель» также проводится информационно-разъяснительная работа о вреде наркотиков. Там охват 5200 человек. Отснято 15 видеороликов для социальных сетей. Также во втором семестре прошлого учебного года в высших учебных заведениях проведено 50 семинаров с участием ИРГ по профилактике наркомании. В рамках проекта ЕСРКС Елорда вышел первый выпуск подкаста «Жауап» с участием лидеров общественного мнения, блогеров Айтыма Жакупова, Шертыма Нурдаулета и заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности Ильиных Сергея Сергеевича. Также был записан второй выпуск подкаста с участием телеведущей и блогера Даны Нуржигит. В настоящее время он находится на стадии монтажа и готовится к выпуску. С целью продолжения работы по профилактике наркомании среди молодежи в рамках проекта ИСРКС Елорда до конца года планируется проведение широкого комплекса мероприятий.
Отметим, что завершить конкурсные процедуры по данному проекту удалось только со второго раза. Поступали жалобы от потенциальных поставщиков, поэтому полноценно приступить к реализации проекта удалось буквально недавно. Тем не менее, в рамках проекта запланирована и уже реализуется масштабная работа. В рамках информационно-просветительской деятельности будет снято еще 4 тематических аудио и видеоподкаста. В целях правового просвещения среди молодежи будет организовано показательное выездное судебное заседание, имитирующее рассмотрение дела, связанного с наркобизнесом, на базе одного из высших учебных заведений столицы. Для формирования устойчивой приверженности к здоровому образу жизни среди молодежи планируется проведение массовых спортивных соревнований с участием не менее 100 спортсменов и 300 зрителей, по итогам которых победители будут награждены памятными призами. Также будут проведены не менее 50 онлайн и офлайн конкурсов, челленджей и других мероприятий с целью популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании. Проектом предусмотрено проведение мероприятий по обмену опытом в сфере реализации гражданских инициатив с участием профильных НПО с охватом не менее 80 организаций из Казахстана и стран ближнего зарубежья. Особое внимание будет уделено образовательной составляющей. В рамках проекта запланировано 30 тренингов по профилактике наркозависимости среди студенческой молодежи в соответствии с международными стандартами ОНП ООН. Кроме того, 60 онлайн и офлайн тренингов по профилактике наркомании с охватом не менее 600 человек, а также 20 обучающих мероприятий, направленных на развитие волонтерского участия в борьбе с наркобизнесом с общим охватом не менее 700 участников. Также планируется организация 10 специализированных тренингов по оказанию первой медицинской помощи. В рамках проекта проведено не менее 100 встреч с представителями молодежи с целью повышения их осведомленности о вреде наркотиков, последствиях употребления ПАВ и способах противодействия наркозависимости. Из них не менее 20 мероприятий будут проведены на базе образовательных учреждений. Социальная составляющая проекта включает в себя проведение 10 благотворительных акций по сбору средств и предметов первой необходимости для оснащения учреждений, оказывающих специальные услуги лицам, страдающим от наркозависимости или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также будут проведены не менее 20 акций по общественному надзору за соблюдением норм реализации лекарственных препаратов или психоактивных веществ в аптеках города, 20 акций по контролю за оборотом прекурсоров, а также 20 акций по вовлечению молодежи и общественности в содействии правоохранительных органов в борьбе с наркобизнесом. Для привлечения общественности к проблемам наркомании и наркобизнеса планируется организация 4 масштабных акций. Особое направление проекта связано с цифровой безопасностью. Запланирована систематическая работа по мониторингу, выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих объявления о продаже наркотиков и материалы, способствующие вербовке молодежи в наркобизнес. С целью более глубокого понимания мотивации и уязвимости молодежи, находящейся в группе риска, планируется проведение не менее 10 глубинных интервью с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации или находящимися в зоне риска. Общая сумма данного проекта составляет 95,2 миллиона тенге с НДС. Кроме того, с сэкономленных средств запланировано проведение... Да. Регламент. Запланировано проведение молодежного форума по профилактике наркомании. Целью мероприятия является воспитание молодежи, направленное на их социальное, интеллектуальное, физическое и психологическое благополучие, а также развитие устойчивых навыков здорового образа жизни. Сумма проекта примерно сейчас 21,5 миллиона тенге. Сейчас проект на обжаловании. После 15 декабря, как завершится, возможно, договор заключим. И приглашаем всех депутатов принять участие в данном форуме. В рамках плана мероприятий по профилактике наркомании, профилактике лудомании в городе Астана и в рамках принципа закон и порядок активно ведется профилактическая работа по вопросам лудомании. В 2024 году в рамках проекта «Жаркин Булашак» проведены профилактические беседы, семинары, тренинги и встречи для студентов вузов, колледжей и учеников старших классов. Кроме того, с целью выявления нарушений законодательства в сфере азартных игр сотрудниками МРЦ Астана проводится мониторинг незаконных игровых автоматов и игорных заведений. Вместе с тем, в мае текущего года в рамках второго уточнения был направлен проект «Жаркин Булашак»
направленный на профилактику и борьбу с лудоманией среди молодежи. В проекте особый акцент сделан на развитие финансовой грамотности как эффективного инструмента противодействия игровой зависимости. В предоставлении финансирования проекту было отказано, к сожалению. В настоящее время мы планируем подать на третье уточнение. Просим оказать содействие в утверждении бюджета на сумму 35 миллионов тенге. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Рахмет, Омар Сынбекұлы, отырыңыз. Құрметті әріптестер, осы отырған мәселеге тағы сөйлейтіндеріңіздер бар ма? Болмаса онда сұрақтарға көшейік. Сұрақтар Еркеш Білімұлы трибунаға шығыңыз. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз. Алтышым, сіз ме? Алтышым. Знаете, у меня не сколько вопросов, сколько, наверное, хотела бы сделать предложение. Дело в том, что, как мы видим из данных органов, очень хорошо за последние годы идет выявление, в том числе и мы знаем, что вы провели очень серьезные операции, динамика выявления очень хорошая. И мы знаем, что вроде бы профилактическая работа проводится, как управление докладывали, и эти все меры, наверное, имеют какой-то результат. Но сегодня я хочу сказать, что согласно анализа городского центра психического здоровья, динамика впервые выявленных случаев наркозависимости снижается. В 2023 году было 107, в 2025 году за первое полугодие 26. Ну, я считаю, что это, однако, с учетом того, сколько выявляется, да, и насколько повысилась вот эта работа по борьбе с наркобизнесом, на самом деле это, наверное, не победа, а, скорее всего, сигнал, что люди перестали обращаться и бояться постановки на учет в психдиспансере. Ну и правовых последствий, потери конфиденциальности боятся. Причинами является это автоматическая постановка на диспансерный учет после первичного обращения, доступ к полиции к медицинским данным. Мы знаем, что все данные о стоящих на Д-учете также автоматически уже имеют как бы доступ к полицейским органам. Нет разграничения между анонимной консультацией и постановкой на учет. Юридические последствия учета, ограничения в трудоустройстве, водительские права, дискриминация. Вообще в международной практике в Германии, в Канаде, в Литве действуют такие анонимные консультативные центры, куда можно прийти без постановки на учет. Первичное обращение конфиденциальное и добровольное. Есть промежуточный формат, когда наблюдение без диагноза, в дальнейшем с выбором пациента идти в систему или нет. Доступ правоохранительных органов к данным только по решению суда. То есть мы должны тоже в этом плане эту стигму убрать. Пусть это доступ будет, но только по решению суда, если есть какие-то правонарушения. Потому что люди знают, что вы имеете доступ к этим системам, это тоже очень сильно отпугивает от обращения. Вообще, как бы казахстанской системе нужно адаптироваться и вообще как бы принять международные проекты. Я думаю, что мое предложение как от депутата запустить в городе Астане пилотный проект, возможно, на базе существующих центров психолого-педагогической поддержки. Мы знаем, что управление образования открыло центры, где психологи консультируют по районам, и у них сейчас уже есть опыт работы, я предварительно у них запрашивала информацию, и у них очень хорошая работа и ведется и по насилию школьников, детей в семье, и по буллингу. В целом имеет положительный результат работы. Ну, я точно не знаю, как это организовать, но в любом случае можно с городским центром психического здоровья. Но хочется сказать, что городской центр психического здоровья, они, конечно, открыты, организовали свою работу достойным образом, но проблема в стигмах, к ним не обращаются. У них и реабилитация есть, и первичное стационарное лечение есть, и все организовано на уровне, но, к сожалению, к ним обращение небольшое. Поэтому мы не знаем, где находятся дети, которые, ну, как бы проблемные, у которых есть вопросы, родители, у которых есть вопросы. Мы не знаем, нету именно первичной профилактики. Может быть, возможно, нужно открыть какие-то окна анонимного консультирования, подключить, есть сейчас современные технологии,
во многих странах используется типа чат-ботов, когда можно зайти и предварительно уже получить какую-то консультацию, а дальше уже, если проблема глубокая, то дальше можно уже к специалисту или к центрам, где консультируют туда. Телефонное доверие, обучить специалистов по вопросам зависимости, профилактики. Это должны быть специальные специалисты, возможно, не в центре психического здоровья, а вот в таких подобных центрах, как психологическая помощь при управлении образованием, ввести понятие анонимные первичные консультации без постановки на учет, разграничить консультативное посещение и диспансерное наблюдение, урегулировать вопрос доступа к медицинской информации правоохранительными органами, обеспечить защиту подростков при первом обращении, в том числе без обязательного информирования органов, создать маршрут помощи от анонимного обращения к помощи без страха и клейма. От консультативной поддержки к осознанному лечению без давления. Это не требует строительства новых центров и больших бюджетов. Речь идет о переосмыслении подхода и доверия со стороны системы к человеку. Прошу вынести вопрос на повестку и поддержать как стратегическое направление. Благодарю за внимание. Татьяна Шумашевна, я предлагаю все, что вы сказали, передать, да, и это в рабочем порядке потом обсудить. Конечно, Потому что сейчас спасибо. это займет столько времени. Есть моменты, которые... Один вопрос у меня. Скажите, а у вас разве доступ есть к частным медицинским учреждениям? И у нас конкретно такого доступа нету, открытого. То есть, но если есть уголовное дело, и этот человек имеет отношение к этому центру, то мы, согласно санкции суда, либо прокурора, имеем право все эти сведения Хорошо, изымать. спасибо. Коллеги, еще вопрос? Депутат Смогулов. Ага. Вот жаңа докладта айтып кеттіңіз, медицина говорит, что у нас количество наркозависимых уменьшается по их статистике. Да. По вашей статистике, я смотрю, тоже вроде уменьшается, но у вас изъятие увеличивается наркотических средств. Там это о чем говорит? Раз больше стало изъятия, значит больше завозят, значит больше потребления. Также, чисто если логике поддаваться. Вот мне на сегодняшний день скажите, сколько у нас наркозависимых людей в Астане? Нет, Хотя бы примерно, оценочно, потому что, знаете, та цифра, которую сегодня Управление здравоохранения озвучивает, я считаю, что это не объективно. Если у нас действительно 900 с чем-то человек стоит на учете как наркозависимые, я считаю, у нас в Астане проблемы наркомании нету. В 1,5-миллионном городе, если всего лишь 900 человек наркоманов, то это не проблема, я считаю. Значит, корень проблемы в другом. Значит, у нас неправильный учет. Значит, мы неправильно оцениваем ситуацию. Вот вы как специалист, скажите, пожалуйста, ваше видение. И что нужно сделать, чтобы у нас реально было, чтобы мы видели реальную картину. Когда человек видит реальную картину, мы тогда видим, как с этим бороться, с этой картиной. А если мы картину реальную не видим, с чем бороться? Вот все вот управления сегодня выступили, все проводят круглые столы, мероприятия, конкретно осваиваются бюджетные деньги. Реально скажите, какой результат? Вот должен быть так, я считаю, вот для себя результат. Вот было, например, 10 тысяч наркоманов, вот провели такие-то мероприятия, стало 9 тысяч. Еще что-то сделали, стало 8 тысяч. Что нужно сделать, вот как специалист, скажите нашему городу, чтобы у нас количество наркозависимых стало меньше? Спасибо. Рахмет сізге, өте жақсы сұрақ. Хотел бы вот так вот, как специалист, сказать вам, у нас, то есть в этом году увеличился рост регистрации наркоправонарушений. То есть это говорит, что мы, получается, увеличили регистрацию, то есть и привлечение к уголовной ответственности людей. Соответственно, мы изъяли большой объем наркотических средств по сравнению с 2024-2023 годом. Мы делаем сравнение, анализ. В этом году с 13 марта внесли изменения в законодательство в уголовный кодекс, в административный кодекс. В этом году по 440 прим. 1 ввели такую новую статью «Употребление в немедицинских целях». С начала года, с 13 марта, нами привлечено к административной ответственности за употребление наркотических средств в немедицинских целях 233 человека. То есть вот эта статистика сейчас у нас будет показывать реальные цифры, то есть тех задержанных, которые есть, и это будет приближаться к тому, что мы будем видеть реальную картину.
А дальше вот эти все люди, которые были привлечены к административной ответственности, доставлены в наркологию, будут принимать меры уже наркодиспансер, то есть Министерство здравоохранения. Скорее всего, этот вопрос, наверное, более к Министерству здравоохранения, какие они меры и какая реальная картина у нас сейчас в настоящий момент находится по городу. Еркеш Белимулов, вам Аскар Соловейевич задал конкретный вопрос. Сколько у нас стоят на учете наркозависимых? Скажите. Наркозависимых? Нет. Реальная картина, вот на диспансерном учете стоит 891 человек. То есть реальная картина, 891 человек у нас состоит. Но тех людей, которых мы доставляем, их не ставят на учет диспансерный. Это, согласно законодательству, приказу министра здравоохранения, должно быть письменное согласие человека, который доставляется туда. То есть, если он не окажет этого согласия, этого не будет постановки на учет. Поэтому здесь вот ввели такую корректировку в это законодательство, в этот приказ министра. То есть, если повторное, получается, доставление есть этого человека, то его тогда берут на диспансерный учет. То есть, с первого раза человек, который... Уже принудительно, Да, принудительно поставить его, чтобы он был у нас реально на учете. А вот еще один тогда вопрос. Вот водитель попадается пьяным, да, например, да? Да. Вы его лишаете на 7 лет прав, 15 суток сидит, да? А сколько вы вот среди которых вот привлекли по употреблению наркотиков, сколько из них имеют водительские права? Вы эту статистику не смотрели? Мы эту статистику не видим. А очень плохо. Какая разница, человек, который употребил наркотики и выпил 100 грамм, это и тот неадекватный, и не имеет права садиться за руль. Почему тогда, кто 100 грамм выпил, 7 лет лишается прав и 15 суток сидит, а человек, который употребил наркотики, вы его смело выпускаете, он идет, на учет не становится и спокойно дальше начинает Очень хороший употреблять вопрос, наркотики. спасибо. Нужно же какое-то мероприятие проводить и какой-то закон или что-то делать, чтобы, в конце концов, я считаю, кто употребляет наркотики, он не должен садиться за руль. Потому что, знаете, это безопасность наших детей, безопасность наших граждан, в том числе и наша с вами безопасность. Завтра какой-нибудь наркоман сделает аварию, потом что? С кем разбираться? Можно ответить на ваш вопрос? Пожалуйста. Ахмед? Ситуация немножко выглядит таким образом, что не всегда человек, который употребил наркотики, у него показывает степень опьянения. То есть наркотические средства в организме человека, то есть находятся порядка от 10 до 30 суток в зависимости от наркотика, в зависимости от организма человека. То есть, если говорить о правилах дорожной безопасности, именно водительском удостоверении или водителю, у человека, который употребляет алкоголь, сразу проявляется степень. То есть это легкая степень, средняя степень или тяжелая степень. То есть в употреблении наркотиков на момент употребления, если после употребления сразу задержать человека, то у него покажет эта степень. Но если это пройдет какой-то определенный промежуток времени, то есть 6 часов, 8 часов или 24 часа, у него все равно будет показывать степень опьянения. Но мы не сможем, факт употребления будет показывать, но не будет показывать степень опьянения. Мы не сможем определить конкретно, какая была степень опьянения. А в законодательстве есть конкретно, чтобы привлечь его к административной ответственности за употребление именно в нетрезвом состоянии, должна быть степень. А скажите, пожалуйста, вы наркотики вот попадается, да, вы подозреваете, что человек в наркотическом опьянении, да? Вот скажите, пожалуйста, вы как определяете, у вас средства на это? Вот помните, говорили, что нету Да. специального оборудования, потому что наркотики синтетические очень сложно выявить. Эти тесты через мочу, оно выявляет совсем небольшое количество наркотиков, и оно не показывает. То есть сейчас у вас получается трудности с выявлением, если человек употреблял или нет, или с этим нет у вас трудностей? Как вы выявляете? Нет, мы выявляем, алгоритм такой, человека доставляют в наркодиспансер, в наркодиспансере у него, если человек дает добровольное согласие предоставляет нам на исследование мочу, А если есть, нет? а если нет, то следователь выносит постановление о принудительном изъятии, то есть если это уголовное дело, мы в принудительном порядке изымаем кровь, Если скорее, это не уголовное не дело. уголовное дело. Ну, А по если не уголовно, то есть есть- получается, практически вы отпускаете, понятно, Практически что это отпускаем. наркотическое Совершенно верно. употребление было, и вы не можете ему установить
Потом Коллеги. то, что мы видели в этом, в психоневрологическом диспансере, они тоже делают тесты мочи, там тоже не определяются. То есть сейчас современная проблема – это выявить наркотик и как бы установить. Степень, наркотическую степень опьянения. Но я думаю, специалисты в наркодиспансере есть, они, наверное, определяют по каким-то определенным. Коллеги, ну я считаю, что Мгм. это сейчас очень важный вопрос подняли, да? Мгм. Действительно. Есть еще вопросы, а? Пожалуйста, Мадина. рұқсат болса құрметті әріптестер, өткен жолы біз көшпелі отырыста қалалық психикалық денсаулық бөліміне бардық, наркологиялық бөліміне. Сонда жаңа міне айтып жатсыздар ғой, статистикалық ақпарат бойынша Әлия Шайзадақызы өз сөзінде айтты, жарты жылда 900-ға жуық адам тіркелді. Неліктен сондай, енді біз де таңғалып отырмыз ғой, расында да. Астана есірткі қабылдайтын адамзаттар саны азайып жатыр, қуанып жатырмыз деп. Негізі бұның құпиясы айтты ғой, жекеменшік емханаларға барып олар білінбейді, көрінбейді. Сондықтан да менің де бұл жерде ұсынысым сол жекеменшік емханалардан ақпаратты алып, осы мемлекеттік жаңағы психикалық орталықтардан бірге алмастыру керек. Өйткені енді расында да бүкіл жағдай жасалған жаңағы психикалық неде, ал саны аз деген бұл енді сенбейтін өкінішті. Сондықтан да менің де ұсынысым жекеменшік емханаларда сол емделетін анонимно деп жатсыздар ғой, сол мен алмастырып. Рахмет, Мадина Берікұлы. ұсыныс ретінде айтып жатыр. Уважаемые коллеги, давайте тогда так поставим вопрос. Сейчас вам несколько вопросов зададим. В каком плане? Сейчас вот подняли вопрос Алтяш Шумашина, Аскар Сайлубекович. Вот действительно это для нас сейчас нонсенс. Мы, наверное, сейчас вот у нас идет прямая трансляция в Фейсбуке, да? Мы, наверное, сейчас поднимаем вопрос по, сказать, можно глобально и по республике. Вот теперь скажите, пожалуйста, какие симптомы и как наркоман, который сейчас употребил наркотик, как это вот выражается? Скажите, ну, кто опьянение, он идет, шатается, там падает и так. Как наркоман себя ведет, скажите? Сейчас, ну это такой вопрос, конечно, очень сам по себе интересный. То есть наркотическое опьянение, скорее всего, оно выражено также, может быть и выражено как обыкновенное алкогольное опьянение. Но в этом случае от него не будет запаха какого-то перегара. Это, во-первых. Будут красные глаза, поведение будет нестандартное. То есть Я имею в виду заторможенность. правильно? заторможенность. Сейчас, совершенно вот верно. сейчас Аскар Слобеевич сказал, действительно, это проблема. Давайте тогда ставим вопрос так. Обидно. Человек, который выиграл 100 грамм, выпил, да, допустим, на 7 лет уходит, лишается водительских удостоверений, 15 суток сидит арест. Кто употребил наркотики? Сейчас мы первый автобусный парк, у нас единственный первый автобусный парк, который проводит вот такие анализы, да, то есть утром выезжают, сдают анализы. Я сейчас призываю, Давид Кабдинович, да, свидетельственно, призываю всех вот сейчас запротоколировать, что все автобусные парки проверить, каждый автобусный парк, когда утром выезжает и проверяет там, я не знаю, кровь он будет сдавать, мочу будет сдавать, но мы должны проверить, есть ли в нем наркотические средства или нет, употреблял он или нет. Вот, это раз. Таксомоторные парки проверить, это безопасность наших граждан. Правильно, да? Совершенно верно. Вот, В рамках поэтому надо. комплексных планов Теперь вот такой вопрос. Сейчас говорим про статистику. А для чего статистика нам нужна? Скажите, пожалуйста. для анализа. Анализа И чего? Анализа происходящей ситуации в целом, именно по наркотикам. Тогда такой вопрос. Скажите, каждый употребляющий наркотики, наркоман, он является преступником? Но он в первую очередь является тем человеком, который приобретает, совершенно верно. То есть мы завтра можем от него что-то ожидать, да, Да, скажем так так, да? Поэтому вы сейчас должны нам четко сказать. Есть Конституция Республики Казахстан, где мы там, есть медицинские там права и так далее, мы не влезем в личную жизнь. Что вы касается, говорите сейчас по статистике, мы должны зайти в частные медицинские компании, проверить там статистику. Я почему сейчас вот в Фейсбуке задают вопросы, для чего нам нужна общая статистика? Поэтому вы должны сейчас четко сказать, нам общая статистика нужна для того, для того, для того. Отслеживать оперативную часть, нам отслеживать о тем, что кто в этом районе живет, от кого мы можем ожидать какие-то преступные деяния и так далее, и так далее. Совершил ДТП, скрылся, значит, это такой-то, такой-то, который состоит на учете нарко там и так далее, и так далее. То есть вы должны четко сформулировать. Это вы не сейчас, а вы нам в письменном форме дадите. Коллеги, я считаю, что нужно запротоколировать и решить вопросы по свидетельствованию. Смотрите, очень страшный вопрос по наркомании и наркобизнесу. Мы с вами закрасили, в прошлый раз ходили, Баста, Бардак, закрашивали вот эти телеграм-каналы и так далее. Это то, что мы с вами сделали, это капля в море. Вот.
Вы сегодня не поднимаете вопрос о том, на 1,5 миллионный город всего лишь 30 работников УБН. Ну что это такое? Всего лишь 30 человек. Вот где надо бить в колокола. Вы сегодня должны до 100 человек, наверное, набрать. Вы сегодня должны набрать специалистов, которые разбираются в IT-технологиях. Сегодня вы же видите, как закладчики работают по наркотикам и так далее, правильно, да? Совершенно По телеграм-каналам. Вы должны об этом говорить, что сегодня преступление не стоит на месте, преступники не стоят на месте, а двигаются вперед. Уже нету того метода, когда собаки, ладно, мы сегодня проработали собаки на посту, рубеж, остановили там. Ну, сейчас же вы же знаете, как завозят наркотики и как делают. Поэтому давайте я сегодня предлагаю, мы сегодня сами уже неоднократно собираемся, но в рабочем порядке, Давид Кабдинович, да, нам еще раз нужно собраться, вот, пригласить все заинтересованные службы и решить вопросы. Алтия Шумашна правильно вопрос поставила, что сегодня не хватает, как этот аппарат называется, что вы не можете определить наркотики, какого они содержания, то есть синтетическое там и так далее, и так далее. Правильно, да? Раз, мы сегодня не можем приобрести, кому? Управление юстиции это купить? Здравоохранению конфликт интересов? Вот эти вопросы бить. А то, что мы там проводим с вами акции, это ладно, понятно. Но от того, что вы понимаете, что наркоманы, наркобароны не смотрят ваши эти акции, от того, что мы скажем, Астана без наркотиков, Уларбар, наркотик, тастать вот сдерма, нет, надо как-то вообще системно бить по данному моменту. У вас есть вопрос? Если нет вопросов, коллеги, и вот сейчас мы говорим, протоколируем. Вот мы с Давидом Кабдиновичем проработали. Вот государственные органы не в полной мере выполняют рекомендации, поставленные постоянной комиссией. Не проводится анализ. Вот, господин полковник, так департаментом полиции города не исполнены рекомендации пункта 3 постановления постоянной комиссии от 14 апреля 2021 года. До сих пор нет официальной статистики по возрастной структуре потребителей наркотических веществ 14 лет и выше. Не приняты действенные меры по борьбе с рекламой наркотических средств на стенах жилых домов. Вот мы с КСК, надо глобальную работу проводить с КСК, на местах проводить. Вы посмотрите, деревья в Северо-Казахстанской области, практически сколько там деревень отказались от спиртных напитков. То есть сегодня КСК вы должны проработать так, что только кто-то появился, мы начинаем работать в этом направлении. Видеокамеры не жалеем, покупаем видеокамеры. Давайте, вы сегодня должны нам по-другому говорить. Уважаемые депутаты, я вас прошу, каждый клочок нашей земли должен быть оснащен видеокамерами. Вы же посмотрите, сегодня мы как раскрываем преступления. Если раньше раскрывали по оперативным, то сегодня мы работаем по камерам, да? Ну что греха таить, правильно же? Так точно. Вот, поэтому больше надо камер ставить. Сегодня образование, не все школы, если, так сказать, белые пятна, не все школы сегодня камерами, Нариман Иванович, правильно? Оснащены. Эти вопросы вы тоже сейчас говорите. А того, что мы сами акции провели, Астана против наркотика, это все. Не отработан механизм создания единой базы по наркозависимым после заключения медиков. Тоже самый большой вопрос. Это с 22 года этого пункт не решен. Управлением общественного здравоохранения города также не отработан вопрос по курсу реабилитации наркозависимого лица от 6 месяцев до 2 лет. Инициированное усиление ответственности за продажу закиси азота, веселящего газа. Это тоже сегодня вопрос. Коллеги, мы с вами неоднократно собирались, мы с вами программу сделали, мы с вами план сделали. Но это все так, Филькина грамота. Или мы давайте бороться с наркоманией серьезно. И вы сегодня должны нам были другие вопросы поднять. Что вам сегодня остро не хватает? Надо уже бить в колокола, что давайте, 30 человек это мало. Раз. Второе, спецтехника. Два. Третье, взять хороших выпускников с IT этих университетов. Так где-то обучать. Может быть, кого-то там, в смысле, обучить, попросить деньги на обучение и так далее. Я не знаю. Вот вы это говорите. Да. Спектрометр, который необходимо закупиться. Құрметті әріптестер, вот уже мы с вами почти около часа обсуждаем. Вот одно и то же мы постоянно все это время говорим. Поэтому я вас призываю еще раз собраться уже только в рабочем, за круглым столом, за рабочим моментом. Правильно, да? Осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз қажет. Қаулы жобасы сіздерде бар, құрметті әріптестер. Ескертулер мен ұсыныстарды есепке алу отырып, қаулы жобасын негізі алып пысықтау ұсынылады. Қарсы емессіздер ме? Қабылданды. Қатысқаныңыздар үшін рахмет. Сау болыңыздар.